с вами уже вот многие годы живем в условиях непрерывного кризиса, который неизбежно приводило к острому противоречию, к острому в обществе и приводило к смене власти через улицу. Каждый раз при смене власти многие из нас надеялись, что вновь пришедшая власть будет учитывать старые свои ошибки, будет учитывать ошибки прошедшей власти, и, наконец, начнет давно ожидаемые реформы. Но каждый раз нас ждут разочарования. Ситуация еще более ухудшается. Более того, начинают оправдываться наши худшие опасения. Итак, и сегодня, в результате необдуманного действия руководства, наше общество вновь вступает в острую фазу кризиса. Поводом послужило, как вы знаете, соглашение о передаче Пицунской дачи Российской Федерации, которое вызвало острую отрицательную реакцию большинства населения Абхазии. Отрицательную реакцию не сам факт передачи Пицунской дачи Российской Федерации, а Пицунская дача безвозмездно, бессрочно так находится в пользовании Российской Федерации. И ни одного человека вы не найдете в Абхазии, который был бы против этого. Отрицательную реакцию вызвало те пункты соглашения, которые ущемляют государственный суверенитет Республики Абхазии и являются очень опасным прецедентом для нашего будущего государства. Государство – это организация. Ее законы и Конституция распространяются только на ту территорию, на которой действуют ее законы и Конституция. Ее суверенность разве определяется, что никакие другие законы другого государства на этой территории не могут действовать. Собственно, поэтому и создаются границы между государствами, чтобы определить юриспруденцию, на какой территории распределяется режим того или иного государства. Здесь не надо быть юристом, чтобы увидеть, что здесь нарушается суверенитет Республики Абхазия. Согласно статье 6 соглашения, где сказано, что Российская Федерация использует объекты, земельные участки, морскую акваторию, участок морской акватории в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все, на этой территории перестают действовать законы Конституции Республики Абхазия. И уже не важно, как эта дача будет использоваться. Будет охрана высшей государственных служб против Абхазии или за Абхазию, будет там курортный, это уже не важно. Это территория, если на этой территории не действуют законы Абхазии, эта территория уже не принадлежит государству Республики Абхазия. Не под страной Абхазия, она остается в стране Абхазия. Но это разные понятия. Государство оно не принадлежит. А это является отчуждением, что противоречит статье 4 Конституции Республики Абхазия, а согласно Уголовному кодексу является тягчайшим преступлением. И здесь совершенно неуместны неуклюжие попытки, отрицательное и негативное отношение нашего общества к этому соглашению перенести плоскость российско-абхазских отношений, плоскость отношений к России. Мы высоко ценим роль России в новейшей истории Абхазии. Мы высоко ценим, очень благодарны России за признание. Вообще многие граждане Абхазии мы воспринимаем интересы российского государства как свои собственности. Это естественно. Во-первых, потому что многие из нас являемся гражданами Российской Федерации и воспринимаем ее интересы как свои собственные, не защищаем их. Во-вторых, союзник, Россия наш союзник. Естественно, мы должны учитывать ее интересы. Не может быть там другого. Но при этом, если мы хотим строить собственное независимое государство, мы должны учитывать и защищать государственные интересы Республики Абхазия. Особенно это касается государственных чиновников Республики Абхазия, которые, помимо защиты интересов России,
гражданами, которые они являются, и также должны защищать интересы государства Абхазии, чиновников, которые они являются. Ну, создается впечатление, что немногие наши чиновники просто забыли это или просто не знают об этом, а многие наши чиновники при просто озвучивании интересов, государственных интересов Абхазии, у них возникает душевное смятение и страх. Я еще раз повторяю, если мы хотим строить свое собственное государство, мы не можем допустить, чтобы наш народ был превращен в народ иждивенцев. Мы не можем допустить, чтобы наш народ был превращен в народ попрошайки, унизительно ждущего помощи у соседнего государства. Мы не можем допустить, чтобы ответственность за будущее Абхазии возложили на российское государство. Ответственность за будущее Абхазии мы должны взять на себя. Другого выхода нет. А иначе какой смысл вообще независимого абхазского государства? Там тогда не нужно будет наше государство. Ну, как говорится, нет худа без добра. Соглашение всколыхнуло наше общество. От мала до велика, тех, которым не безразлична судьба будущей Абхазии. И я здесь хотел бы отметить очень важное событие, которое, на мой взгляд, является началом нового этапа национального освободительного движения Абхазии. На первый план должна была бы выйти оппозиция в этом сердце, то есть по долгу своего положения. Но на первый план в настоящее время в авангарде защиты суверенитета Абхазии вышло новое поколение. Поколение, выросшее в независимой Абхазии. Это проявление гражданского мужества, высокой политической зрелости. Мне, например, как ветерану национальной освободительной борьбы абхазского народа, переполняет чувство радости и гордости за них. То есть мы видим, я рассматриваю это как ростки новой национальной элиты Абхазии. Мы должны лелеять, беречь их, встать с ним, рядом с ним, если мы не можем им помочь, то по крайней мере, не мешать им. Да? Вообще, надо сказать, что наш народ уже устал от того противостояния и раскола нашего общества, нашей элиты. Раскола нет в народе, элиты устал ждать от нас, интеллигенции, формулирования своих целей, определения своего места в этом мире, формулирования собственных ценностей, нравственных критериев, которые как гарант сбережения и развития народа. Ну, сегодня, когда мы вступаем в совершенно новый мир, когда идет на пороге вообще полностью перестройки геополитической карты мира, нам нужно как никогда единство и сплоченность. Сегодня, когда мы внутренние и внешние политики предлагают нам совершенно новые платформы дальнейшего развития, мы должны оставить тот раскол, который существует. Этот раскол уже более 20 лет ведет нас по замкнутому кругу, вызывая потрясение в обществе. Хватит. Надо остановиться. Сегодня у нас совершенно другие задачи. Задача объединения всего интеллектуального потенциала нации, его волевого потенциала, выработки концепции нашего развития, пути дальнейшего развития. Как мы представляем будущее Абхазии, контуры этой будущего мы должны представить народу. Стратегические цели, пути их предварения, методологию их предварения в жизни. Мы всегда ждали от власти, какой-то новая власть придет, это будет дело. Не получается эта власть. Мы видим, что это не получается. Общество, мы должны сами взять это в свои руки. Мы должны сконцентрироваться, выработать такую концепцию и предложить власти. Любая власть, которая завтра придет, чтобы не могла не следовать этому пути развития, выработанной обществом. Выработать такой механизм контроля, чтобы они не могли отступить от этой пути, который выбрал народ. Естественно, мы должны выбрать такой механизм
чтобы в руководство государства приходили люди, для которых понятие честь, долг, совесть, национальное достоинство не было бы пустым звуком. А у нас есть такая возможность. Реально, пока еще есть такая возможность. Надо сегодня этим воспользоваться. А завтра вполне возможно, что уже будет поздно. Спасибо.